Новым годом вас, уважаемые читатели и зрители сайта Радио Зоди. Нам особенно приятно, что в преддверии наступления Нового года мы можем представить вам эксклюзивное интервью с популярной таджикской исполнительницей, одной из ярких солисток эстрадного оркестра Гульшан Махфират Хамрокуловой. Кстати, в 2014 году этому музыкальному коллективу, подарившему таджикской сцене много новых имен в эстрадном музыкальном искусстве, исполнилось 50 лет. И вот сейчас мы представляем вам беседу с Махфират Хамрокуловой, которая почти 2 десятилетия проживает в Америке, в городе Нью-Йорке. Кроме того, специально для вас, уважаемые зрители, Махфират Хамрокулова записала премьеру своей новой песни. Ее мы вам представим сразу после этого интервью. Итак, Махфират, расскажите, как вы живете в США? Прежде всего хочу поздравить своих земляков с наступающим Новым годом. Хочу пожелать всем здоровья, благополучия и успешных замыслов в Новом году. В Америке я живу уже почти 19 лет. Было нелегко, но многие трудности уже позади. Хочется поблагодарить друзей за помощь, особенно в первые годы жизни в Америке. Одна из них – моя коллега Тамара Пулатова, с которой мы вместе работали в ансамбле «Гульшан». Музыкой стала заниматься не сразу, так как на новом месте нужно было начинать все с нуля. Но со временем собралась команда единомышленников, музыкантов, людей, которые хотели продолжить свою творческую деятельность. И это стало началом становления нашей группы в Америке. Хочу отметить Жору Хасанова, музыканта, композитора, аранжировщика, много сделавшего для того, чтобы некоторые песни из моего репертуара зазвучали свежо и по-новому в современных ритмах. Довольны ли вы своей жизнью там и не жалели ли о том, что приняли такое радикальное решение покинуть Таджикистан, где у вас до сих пор много поклонников и почитателей? Да, вы правы. Я очень рада и благодарна, что у меня до сих пор так много поклонников в Таджикистане и других странах, в Самарканде, Бухаре, Алма-Ате. Я не думаю, что приезд в Америку – это радикальное решение. У меня не возникало желания навсегда покинуть Таджикистан. Просто появилась возможность открыть для себя новый мир, пожить в другой стране, с другой культурой. Расширить свой кругозор, принести что-то новое в творчество. Тут есть у кого и чему поучиться. К счастью, мир стал более открытым, поэтому я часто бываю в Душанбе, встречаюсь с коллегами, которыми работал раньше. Занимаетесь ли вы там музыкой, и если да, то кто ваша аудитория? Музыкой я занималась всегда. Даже когда еще не было группы. Музыка для меня – это жизнь, это воздух. Моя аудитория на сегодняшний день – это мои земляки. И не только из Таджикистана, но и из соседних республик. Это люди, которые приехали сюда на новое место жительства или по работе. Иногда в обществе можно слышать такое мнение, что известные в своей среде люди, покидая привычную для них среду, теряют известность, становятся обычными людьми с обычными проблемами, говорят, там мы никому не нужны. Было ли с вами такое? Ощущали ли вы подобные чувства, попав в новую для себя среду? А что значит обычными людьми? Я не считаю себя какой-то особенной, а небожителем я никогда не была. Чтобы быть кому-то нужной, нужно много работать, дарить людям свое творчество и душу. А те, кто говорят, что мы никому не нужны, наверное, просто остановились в своем творческом развитии. И известность – это ведь не чемодан, который можно унести с собой. Адаптироваться к новой жизни, конечно, пришлось, и не всегда это было гладко и легко. Выстоять очень помогла поддержка моих друзей, ответственность перед семьей. И у меня крепкий тыл – муж, дети, друзья.
Проблема миграции и начала новой жизни в новой стране, как ни странно, охватила многих и в Таджикистане. Есть ли у вас свои советы или уроки для выживания? Могу сказать одно. Не надо думать, что все сразу получится. Но если упорно идти к своей цели, не падать духом, не унывать, и если вначале придется работать не там, где хотелось бы, то успех обязательно придет. В этом секрет Америки. Настойчивые и трудолюбивые люди непременно добиваются успеха. Следите ли вы за событиями в Таджикистане? Если да, то что стало для вас примечательным? Конечно, я слежу за событиями в Таджикистане, потому что это моя родина, которую я люблю. И мне радостно на душе, что Душанбе год от года становится красивее. Город растет, хорошеет. Очень заметно меняется архитектура. Чисто. Много красиво одетых, улыбающихся людей. Общаетесь ли вы с таджикской диаспорой в Америке? Таджикская диаспора в Америке за эти годы очень выросла, и это приятно. Как я уже говорила, многие из наших земляков тут добились успехов, создали свои бизнесы, открылось много таджикских ресторанов, в которых мы отмечаем наши праздники: Навруз, День независимости, свадьбы, юбилеи. Очень надеюсь, что будет создан таджикский культурный центр. Такие центры уже создали многие национальные диаспоры. Пора и нам. Следите ли вы за музыкальной жизнью в Таджикистане через интернет? Если да, то что вы думаете об уровне современной музыки в Таджикистане? Конечно, интернет сделал всех нас ближе, проще в общении. Но за таджикской эстрадой я наблюдаю не только по интернету. Сегодня очень много моих земляков приезжает в США, и это позволяет творческим людям организовывать тут концерты с участием певцов и музыкантов, как из Таджикистана, так и из других соседних республик. Я часто посещаю такие концерты, и мне нравится, как прогрессирует эстрадное направление в нашей стране. Если слушаете чьи-то песни, то кто вам нравится из современных таджикских исполнителей больше всего? Для себя я отметила несколько талантливых молодых исполнителей. Это Нигина Манкулова, Назия Караматулло, Шабнами Сурайо, Джанибек Муродов и Фарзона Хуршет. Надеюсь, у них будет успешное будущее. Расскажите о вашей личной жизни немного. Моя личная жизнь – это в первую очередь моя семья. Дети, внуки, муж, мои друзья. И, конечно же, моя любимая творческая деятельность. А как собираетесь отмечать Новый год? Новый год, как и все праздники, я стараюсь отметить дома, с семьей. Это огромное счастье, большая, дружная и любимая семья, надежные друзья и свой светлый дом. Спасибо и поздравляем вас с Новым годом!
Ey dil